Каким должен быть патриотизм современной журналистики? Почему федеральные каналы мало освещают тему государственной и национальной политики? Об этом мы сегодня поговорим с председателем гильдии межэтнической журналистики Маргаритой Лянге. Добрый вечер, Маргарита Арвитовна. Здравствуйте. На заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте в ноябре вы озвучивали очень важную, на мой взгляд, вещь о том, что федеральные СМИ мало занимаются государственной национальной политикой. Что здесь не так? И почему в медиасообществе возникла такая проблема? Ну, не так то, что действительно очень мало уделяется время нашей многонациональности. Это наш фактор жизни. И это странно, что этого так мало в федеральном эфире, потому что страна, в которой 193 народа, 239 языков, ну, не может как-то игнорировать этот свой факт. А получается, что она игнорирует, потому что руководители, которые сейчас как-то пытаются все больше монетизировать все, что происходит на телеэкране, они, естественно, понимают, что тема не рекламоемкая, под нее деньги не придут, ну, вроде как она для общества важная, но, может быть, как бы не такая важная, может быть, ее можно проигнорировать, и пусть национальным вопросом занимаются себе в республиках. Но это глубокое заблуждение, потому что страна у нас многонациональна везде, не только в национальных республиках. Буквально каждый регион, в который не приедешь, везде тебе рассказывают, у нас 140 народов, а у нас 150 народов. Но у нас нет регионов, где, вот, за исключением, пожалуй, Чеченской республики, которая в силу определенных обстоятельств имеет действительно серьезный такой мононациональный состав, у нас все остальные многонациональные. И странно, что говорить можно только на части субъекта федерации, а в другой части что происходит? Тем более, что у нас мобильное население, которое постоянно передвигается вслед за работой. И это тоже нужно учитывать. И нам нужно знакомиться друг с другом, в какой бы точке нашей огромной прекрасной страны мы ни жили. И эта функция лежит в том числе на средствах массовой информации, безусловно, на федеральных тоже. Очень смешной был ответ со стороны федеральных СМИ не так давно, буквально в минувшие выходные, когда в итоговом выпуске вдруг появилась национальная тема. Ни с того, ни с сего, без всякого информационного повода. А смысл ее был в том, смотрите, как здорово мы освещаем национальную тему. Ну и вот журналист там натужно бегал где-то между оленями, пытался рассказать, как все хорошо, но при этом умудрился изобрести новый язык, хантский. Вот, хотя народ ханты, и если язык и есть, то он хантыйский. Вот. Но журналист-то хороший, просто у него нету навыков работы с этой темой. И вот этот сюжет большой, такой подробный, он лишний раз подтвердил как раз тот тезис, который я и говорила президенту. Этим должны заниматься люди, которые понимают, что такое национальный вопрос, которые не путают хантыйский с ханским языком, да, и не изобретают чего-то себе там нового. Это такая же отрасль журналистики, как политическая, как спортивная, как любая другая такая специализация здесь необходима. Не так давно, опять же, в Москве завершился медиафорум этнических и региональных СМИ. Ключевой темой у нас стала реабилитация темы патриотизма в современных медиа. И, конечно, хотелось бы понять, что мы сейчас называем фанерным патриотизмом. Это что-то... Наверное, то, что было возможно на исходе Советского Союза. Очень многие вещи были правильные вещи, но так как они забалтывались, они делались неискренне, делались формально, они потеряли свой глубинный смысл. Ни в коем случае мы не можем себе позволить, чтобы такое произошло в отношении Великой Победы. А мы видим уже такие симптомы, да, когда начинают делать какие-то надувные танки, потом устраивают чуть ли не костюмированное шоу, там с фашистов в клетку сажают и везут их где-то, еще что-то. Понимаете, вот это все уже кич, это все уже то, что не вызывает ни уважения, ни каких-то чувств, кроме удивления и даже, я бы сказала, какого-то отвращения. Зачем мы это делаем? Кто таким образом отчитывается за, так сказать, мероприятия, посвященные Дню Победы? Почему мы не останавливаем этих людей? Ведь фактически они портят, да, портят наши ощущения, наши отношения, они изменяют какие-то очень такие вещи внутренние, изменяют их именно таким своим формальным, фанерным отношением, изменяют, к которым вообще руками такими грязными прикасаться нельзя. Поэтому мне кажется, что здесь мы все заинтересованы в том, чтобы великие
какие-то поступки наших предков вот такими руками не трогали. То есть это идет речь о том, что все-таки патриотизм мы понимаем по-разному, да? Вот вы об этом сейчас говорите? Патриотизм это, конечно, говорят, что такое патриотизм? Это, да, любовь к родине. Это не обязательно он с ружьем. Мне кажется, что патриотизм с ружьем — это когда уже все остальные продемонстрировали свою нелюбовь к родине. Ружье нужно уже, когда дипломаты проиграли, когда те, кто должны экономикой заниматься, проиграли, и все вокруг проиграли, и тогда уже наступает прямо совсем все плохо, да, и вынуждены какие-то силовые структуры включаться, вынуждены уже брать оружие, и чтобы защищать уже свою независимость и свою родину. А до этого момента тоже есть место патриотизму, когда ты на своем месте хорошо делаешь свою работу. А какова позиция современных журналистов, если вот вернуться опять же к медиафоруму? Там скорее были очень жаркие дебаты, в том числе мы говорили о том, что необходимо внести корректировку в медиасистему, внести изменения в государственную информационную политику. Но все уже ощущение, что все устали от себя, устали от того дикого поля, с одной стороны, которое наступило у нас там в 90-е годы, но там хотя бы было какое-то самовыражение у людей, сразу стало понятно, кто за что выступает, да? А сейчас такое ощущение, что не знаю, хочется уже остановить тех людей, которые считают, что журналистика — это исключительно про деньги и больше ни про что. Мне кажется, что люди, которые очень хотят зарабатывать, они могут, наверное, зарабатывать в какой-то другой отрасли. Потому что журналистика, конечно, она про деньги, как и все другое, не может существовать без финансирования, но она еще и про что-то другое. Она больше про отношения в обществе, она про честную информацию, она про то, как идут потоки внутри общества, как мы узнаем о себе и как мы корректируем, может быть, свою жизнь, исходя из той правды, которую мы о себе узнаем. Вот про это журналистика. Обществу вообще нужна такая журналистика, которая сейчас существует в большинстве своем? Или все-таки обществу нужна другая? И мне кажется, что общество, особенно молодое, оно голосует за другую журналистику. Именно поэтому оно массово уходит на YouTube, уходит на другие видеохостинги, потому что потребности есть в искренности, и в честности, и в доверии. Вот наша сила сейчас журналистов именно в доверии. А тема патриотизма и тема возвращения доверия аудитории журналистам, да, она как-то где-то рядом Конечно, проходит? конечно, потому что говорю, патриотизм очень тонкая вещь. Вот вроде бы она такая беспроигрышная, да, говоришь какие-то громкие слова, и вроде как все хорошо. Но на самом деле тебе не верят, если они не идут от сердца, если они не подкреплены какими-то другими фактами и какой-то душой журналиста. Вот я уверена, что хорошая журналистика — это всегда какая-то добавленная стоимость не только информационная, но и души твоей. Вот или ты вкладываешь что-то, или ты не вкладываешь. Если ты не вкладываешь, это моментально чувствуется. И это не принимается обществом, потому что слишком много сейчас информации, и ее избыток. И чтобы что-то выбрать, люди ищут искреннее, люди ищут настоящее. Ну и кто-то находит, кто-то нет, но массово уходят в интернет, в YouTube, и именно потому, что, к сожалению, нынешняя такая журналистика традиционных СМИ, она не всегда соответствует тем запросам общества, которые у него сейчас есть. А по поводу все-таки детских изданий, освещения патриотической темы в детской журналистике, вот вообще вот эту тему, она стоит затрагивать в детских изданиях? Конечно. Это вот первый вопрос. И второй вопрос, скорее всего, как мой, наверное, от родителей, да, с какого возраста мы можем говорить с детьми о любви к родине, то есть осознанно об этом говорить. Мне кажется, с такого же возраста, когда мы можем говорить о любви к своим родственникам, потому что наши родственники, наши предки — это и есть наша Родина. И можно просто проследить, и даже в каждой семье видно, посмотреть, что происходило с людьми на протяжении разных-разных поколений, и увидеть, что это просто неразрывно связано, и что их победы — это и есть победы нашей страны, и их проигрыш — это тоже проигрыш нашей страны. Поэтому мне кажется, что нашего общего дома, наверное, прямо вот сразу, как только про бабушку, дедушку, про маму с папой, так сразу и про страну. И тогда, резюмируя, наверное, задам такой вопрос все-таки, в чем тогда миссия гильдии межэтнической журналистики?
Раз проблема, она озвучена, она есть, мы ее признаем, и как ее решать? Как Ее мы все решать должны решать? своим профессионализмом. Наш патриотизм журналистов в нашем профессионализме, в том, чтобы делать свою работу, несмотря на то, что тебе кто-то что-то будет рассказывать, как ее надо делать, не будучи журналистом. Вот эти все угрозы отражать, да, и делать свою работу ради общества, информировать, просвещать его. Вот я думаю, что в этом наш патриотизм как журналистов. А миссия гильдии — помогать тем людям, которые взвалили на себя такую непростую задачу. Вот рассказывать стране о ее многообразии, о вот этой безумной красоте, которая на самом деле присутствует в культуре всех народов. Это так увлекательно. Я не знаю ни одного человека, который вот прикоснулся бы к этой теме, а потом бы от нее ушел далеко. Это невозможно. Это затягивает, и это очень здорово. И главное, что для меня очень любопытно, эта тема отбирает очень хороших людей. Вот они как на подбор у нас ну, встречаются разные, конечно, но в основном люди, которые занимаются национальным вопросом, у себя вдруг решают, она ведь денег не приносит, ничего не приносит, кроме общественной пользы ничего нету. Да? И люди, которые, несмотря на это, все-таки занимаются межнациональными отношениями, все-таки об этом пишут, снимают, рассказывают, это очень хорошие люди. У них внутри вот какой-то очень правильный камертон выстроен. И с ними очень легко. И поэтому у нас какой-то, вот, знаете, такой бонус. У нас в гильдии очень хорошие, очень интересные, очень талантливые люди. И важно, чтобы мы друг другу помогали, чтобы мы понимали, что в разных концах страны есть такие же, как мы. Это очень сильно воодушевляет. Чтобы, если вдруг что-то возникает, как возникает какая-то проблема, чтобы мы точно знали, кому можно позвонить или кому можно написать там в мессенджере и получить ответ, которому ты веришь. Это опять вопрос доверия. Не то, что кто-то где-то интерпретировал, кто-то где-то кому-то разрешил сказать, а что-то не разрешил сказать, а что на самом деле происходит. Вот это тоже очень важно. Ну и как бы расти как профессионалом. Маргарита Арвитовна, наша встреча проходит накануне Нового года, замечательного праздника. Ваши пожелания жителям Республики Саха-Якутия и коллегам, журналистам из Якутии. Я очень люблю Якутию, мне очень нравятся ее просторы, ее огромные такие дороги заснеженные. Я каждый раз в Якутию попадаю, ну, наверное, из 5 или 6 раз. Я все время была зимой, когда минус 40, и я очень люблю мороз. И сейчас, когда в Москве вот вы видите такая слякоть и совершенно ничего не напоминает зиму, то я просто завидую жителям Якутии. Я хочу, чтобы они продолжали жить в мире и в согласии, чтобы вот те морозы, которые у них есть, они компенсировались теплом их сердец и их добрых взаимоотношений. А журналистам, может быть, чуть побольше рассказывать о своей республике, потому что она, правда, очень интересная. И, возможно, тогда больше людей захотят туда приехать, и даже если они не смогут туда доехать, они все равно будут гордиться, что есть такая замечательная республика у нас в стране. Спасибо за интересную беседу. Спасибо.